Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, почему автоинспекторы вместо водителя такси заинтересовались его пассажиром. Подошел у меня инспектор проверить документы. Тут же подошли справа, вытащили пассажира. И как он сам отреагировал на такое внимание силовиков. Шоколад ни в чем не виноват, пацан к успеху шел. Покажем, из чего в Казани делали незамерзающую жидкость для стекол автомобилей. Что производите здесь? Строительное мыло? Незамерзающая жидкость написано, нет? И почему отсутствие неприятного запаха не показатель качества. А также мужчина погиб в поисках цветного металла, килограммы наркотиков в багажнике автомобиля. Это ваша сумка, да, получается? Ваша сумка, да? И безвозвратный кредит под угрозой ножа. Как и сколько теперь мужчина будет возвращать долг? Это и не только прямо сейчас. Пассажиры такси задержали автоинспекторы по подозрению в употреблении и хранении наркотических средств. Он привлек к себе внимание не тем, что садился в автомобиль, а где это делал? Ночью на безлюдной улице Тецовская, рядом с лесом. Мужчину решили досмотреть. О результатах Нафиса Минязова. Шоколад ни в чем не виноват, пацан к успеху шел. Не найдены у него подозрительные вещества, ни задержание полицейскими, ни наручники на запястьях не лишили молодого человека веселого настроения. Может быть и мое, может не мое. Кто знает. Ранее попадались уже с этим? Рецидивист. Первый раз у меня такое в жизни получилось. Он сел в такси на одной из остановок на улице Тецовская, но у стражей порядка возник вопрос. Что делал молодой человек среди ночи в столь безлюдных местах рядом с лесом? Свое предположение, что забрал запрещенные вещества из закладки, они и решили проверить. Я стоял, сел пассажир, хотел отъехать, сзади подъехала машина. Я думал пропускать, смотрю, ДПС. Поморгали мне, подошел у меня инспектор проверить документы. Тут же подошли справа, вытащили пассажира. Водителю теперь придется отправиться в больницу для прохождения медосвидетельствования. Его пассажиру предстоит то же самое, но только в статусе задержанного. Содержимое изъятого сейчас направят на экспертизу, по результатам которой будет принято и процессуальное решение. Самого же мужчину сейчас доставят в больницу для сдачи анализов на наличие запрещенных веществ в крови. А затем уже в полицию. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, Вызов 112. Почти 3 килограмма наркотиков изъяли сотрудники госавтоинспекции Казани у 2 жителей Башкирии. Их машину остановили на стационарном посту полиции в Верхнеуслонском районе. Во время осмотра багажника автоинспекторы обнаружили подозрительные свертки. Что это было и как объяснил произошедший водитель, знает Наталья Мезина. Покажи. Осмотрев багажник автомобиля, автоинспекторы нашли странные свертки и заподозрили, что жители Башкирии перевозят запрещенные вещества. То, что это мефедрон массой чуть меньше 3 килограммов, сознался 35-летний водитель. Впоследствии его слова подтвердили эксперты. Мужчина также рассказал, что он наркокурьером работает с сентября этого года. Наркотики забрал в Люберцах и эту партию должен был отвезти в Уфу, где планировал оборудовать тайник. Это ваша сумка, да, получается? Ваша сумка, да? Помимо водителя в салоне на марке сидела 40-летняя женщина. В отличие от своего знакомого, пассажирка ничего не признавала. Заявила лишь, что составляла другу компанию и о наркотиках ничего не знала. При этом ни мужчина, ни женщина не захотели проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производства, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В итоге полицейские задержали и водителя, и пассажирку. Сейчас следователи выясняют всех лиц, причастных к этому бизнесу. Наталья Мезина, Айрат Назипов, Вызов 112. Свыше 2000 литров спирта и спиртосодержащей продукции с признаками контрафакта хранил у себя в гараже 42-летний казанец. Такую находку обнаружили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе операции «Алкоголь». По данным полицейских, мужчина фальсифицированные напитки продавал, при этом ни документов на реализуемые напитки, ни лицензии на продажу алкоголя у него не было. В ходе осмотра места происшествия сотрудники подразделения экономической безопасности в данном гаражном комплексе у мужчины изъяли спиртосодержащую жидкость в количестве 520 пластиковых баллонов объемом по 5 литров. Общий объем изъятой продукции составил 2600 литров. После проведения экспертизы будет принято процессуальное решение.
Полицейские Татарстана в рамках операции «Алкоголь» обнаружили и пресекли деятельность подпольного цеха, где изготавливали опасную для жизни и здоровья незамерзающую стеклоомывающую жидкость для автомобилей. Их продукция была недорогой и пользовалась спросом, поэтому и производство было поставлено на широкую ногу. Стражи порядка в общей сложности изъяли свыше 18 тонн спирта и изготовленной из него продукции. При этом у предприятия не было вообще никаких документов ни на деятельность, ни на свой товар. И, как узнал Айрат Назипов, внутри 5-литровых бутылок было совсем не то, что написано на этикетке. Стоять, не двигаться, полиция, на месте остаемся. На месте остаемся все. Это потом стало ясно, что от этой незамерзающей жидкости с каждым, кто ей пользовался, могло произойти непоправимое. Но в этот момент задача сотрудников Управления экономической безопасности было изъять подделку и установить ее поставщика. Получив информацию о торговле незамерзайкой с признаками контрафакта, они сделали контрольную закупку. И только в одном магазине затем изъяли около 500 5-литровых бутылок. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения экономической безопасности установили цех по производству стеклоомывающей жидкости, который располагался на территории бывшей автозаправочной станции на участке трассы М7 «Волга». В помещении цеха полицейские обнаружили оборудование и приспособления, необходимые для производства незамерзающей жидкости, а также этикетки с наименованием одного из известных брендов и спирт, необходимый для изготовления. К этому времени уже был известен ее точный состав. Он не соответствовал тому, что написано на этикетке. На треть она состояла из метилового спирта, который сильно ядовит. Его пары не имеют запаха, но все равно попадают в салон автомобиля и могут нанести непоправимый вред организму. Эксперты подтвердили, она опасна для жизни и здоровья. Сотрудники производства явно не ожидали появления полиции. У них не было никаких документов, ни сертификата соответствия, ни лицензии на реализацию спиртосодержащей продукции и оборот этилового спирта. Чем занимаетесь? Что производите здесь? Мыло? Какое мыло? Строительное мыло? Незамерзающая жидкость написано, нет? Так, сюда спустите, с телефона выложите сюда, чтобы я видел. Спустите сюда. В общей сложности полицейские изъяли свыше 18 тонн спирта и спиртосодержащей продукции. Решается вопрос о возбуждении дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Айрат Назипов, вызов 112. КамАЗ и Рено не поделили перекресток улиц Беломорская и Карагандинская. В аварии никто не пострадал. Автоледи свою вину признала. Она не предоставила преимущества в проезде грузовику, едущему по главной дороге. Я по Беломорской двигался с стороны до Выдова. В сторону Челюскина. Женщина не уступила мне дорогу. Вот ушел от удара, да. Попытка кражи обернулась гибелью для 38-летнего кочегара в Зеленодольске. Его бездыханное тело обнаружил электрик, проводивший обход на территории электрической подстанции одного из предприятий города. По предварительным данным, мужчина попытался проникнуть в закрытое помещение с единственной целью – украсть цветной металл. Для этого вооружился ножовкой и гаечным ключом. Не учел лишь тот факт, что оборудование внутри комнаты находится под напряжением. Мужчина скончался от поражения электрическим током на месте происшествия еще до приезда медиков. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Полицейские Казани раскрыли разбойное нападение на офис микрофинансирования. Подозреваемого 25-летнего мужчину удалось задержать на следующий день после совершения преступления. Все действия нападавшего попали в объективы камер видеонаблюдения. Благодаря им стражи порядка напали на след предполагаемого грабителя. Обо всем по порядку Алсу Ахмедзянова. Ему потребовалось всего минута. Мужчина в маске зашел в кредитную организацию в 9 часов утра. Угрожая кассиру предметом, похожим на нож, он потребовал отдать ему все деньги. Женщина не сопротивлялась. Испугавшись за свою жизнь, она передала ему 50 тысяч рублей. Получив желаемое, налетчик сложил купюры в пакеты и покинул офис. Тогда же кассир вызвала полицейских. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного в части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Оперативники опросили очевидцев ограбления и проверили записи с камер видеонаблюдения. В объектив попал момент, как налетчик после ограбления выбросил верхнюю одежду в мусорный контейнер. В надежде, что его не найдут, он избавился от шапки и орудия преступления. Но конспирация не помогла. Благодаря грамотно спланированным действиям оперативники в короткие сроки установили личность предполагаемого злоумышленника. 1 декабря 25-летний подозреваемый был задержан на улице Лесная. На время следствия подозреваемый будет находиться за решеткой. Алсу Ахмедзянова, Айрат Назипов. Вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.